Во вступительном слове организатор женского форума, руководитель благотворительного фонда «Асарке» Розита Герман отметила, что общая цель всех фондов и организаций, принявших участие в мероприятии, это благополучие Абхазии, соблюдение прав каждого жителя. Для нас принципиально, конечно, не просто собраться и поговорить. Мы хотим сделать очень важный посыл обществу, потому что каждый из нас обладает очень важной информацией, прежде всего важной для тех, в чьих руках решение многих проблем. Первым спикером, выступившим на форуме, стала Мариета Тапчан, руководитель Ассоциации женщин Абхазии, с докладом, посвященным итогам работы кризисных центров. К сожалению, сегодня многие негативные явления, не свойственные нашей культуре и быту, оказываются реальностью наших дней. Кроме того, в нашем обществе тема семейных отношений является все же закрытой, отсутствует практика публичного обсуждения таких фактов, поэтому всю информацию можно получить только при соблюдении строгой конфиденциальности. Как рассказала Мариета Тапчан, на сегодняшний день в Абхазии работают консультационные центры для женщин и девочек, пострадавших от жестокого обращения, в Сухуме, Очимчире, Гале и Гагре. В центрах работают подготовленные специалисты, в том числе способные оказать психологическую, юридическую и медицинскую помощь, предоставить сопровождение в государственные органы и судебные инстанции. За 11 месяцев зафиксировано 755 обращений. Из них 535 консультаций, это психологические, юридические, 112 сопровождений. То есть это социальный работник идет вместе с женщиной, иногда это и мужчина бывает, или юрист наш, или психолог, и пытаются добиться правды и защиты. Мариета Тапчан отметила, что подход к решению проблемы домашнего насилия должен быть комплексным. Необходимо участие всех секторов государства и социума. Одной из главных тем форума стало обсуждение закона о здравоохранении, принятого в 2016 году и запрещающего искусственное прерывание беременности. Представительницы двух общественных организаций «Амч» и Клуб общественных дел Алиса Пачалия и Лия Агарба выступили с докладами о влиянии закона на демографию страны. После принятия закона рождаемость упала, следующий слайд, на 44%. А начиная с 2020 года естественный прирост перешел в убыль и составил минус 0,28%. Мы не можем привести статистику абортов, которые делаются нелегально или за пределами Абхазии. Мы не можем сказать, сколько женщин пострадало из-за таких обращений, не можем сказать и рассказать истории женщин, подвергающихся психологическому насилию, проходящих через уничижающие процедуры получения разрешения на проведение абортов. Закон в первую очередь отразился на тех женщинах, которые живут в крайне неблагополучной обстановке, с низким уровнем дохода и воспитывающих от 3 и более детей. Юрист Астан Хашик презентовал поправки к закону о здравоохранении в части запрета абортов, согласно которым предлагается установить право женщины на искусственное прерывание беременности в случае наличия медицинских и социальных показаний. Мы вводим в закон о здравоохранении непосредственно новую статью, которая будет регламентировать порядок проведения искусственного прерывания беременности. В первую очередь эта статья устанавливает в части 1, что женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. И вторая часть этой статьи указывает на то, что государство запрещает искусственное прерывание беременности по социальным показаниям по истечении 21 недели беременности. К социальным показаниям авторы проекта отнесли наличие инвалидности 1 или 2 группы у отца, наличие в семье ребенка с врожденной инвалидностью, пребывание женщины в местах лишения свободы, если срок наказания превышает 5 лет, наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав беременной, материальная необеспеченность, несовершеннолетний возраст, наступление беременности в случае насилия и ряд других. Проект закона также предусматривает создание специальной комиссии, постоянно действующей врачебной комиссии, которая будет разрешать и рассматривать вопросы в случае, если жизни беременной будет угрожать заболевание, которое не попадет в основной перечень. Также предлагается дополнить Уголовный кодекс республики, установив уголовную ответственность за проведение аборта без информированного и добровольного согласия женщины и за проведение абортов позднее 22 недель беременности. На форуме выступила руководитель детского фонда Абхазии Асида Ломия, которая рассказала о необходимости создания кризисного центра для детей.
Одному ребенку посчастливилось, другому ребенку, немножко посчастливилось. И слава богу, что есть еще абхазский интернат в Сухумске, в который мы можем договориться, и ребенок какое-то время может проживать там и учиться, естественно. Но субботу, воскресенье, представьте себе, или на праздники, или на летний период, этих детей девать некуда. Потому создание кризисного центра, как мы говорим, для детей, которые хотя бы временного содержания, чтобы потом последующие были этапы, когда их возьмет кто-то на воспитание. Оказывается, есть люди в Абхазии. Также на мероприятии был зачитан доклад, посвященный влиянию домашнего насилия на детей, подготовленный Камой Аргун от благотворительной организации «Панорама». Доклад о проектах экономического усиления женщин, реализованными Женским фондом развития города Гал, представила Лана Чкадуа. В завершении форума юристом ЦГБ Саидом Гизирдава был презентован проект закона о семейно-бытовом насилии, который уже представлялся в парламент республики в 2019 году. По итогам форума было принято обращение, подписанное всеми участниками и присутствующими, которое будет передано в парламент. В дальнейшем в Народное собрание будут переданы проект закона о бытовом насилии и проект поправок к закону о здравоохранении. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.